الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы продолжаем говорить о правилах, извлекаемые из книги Аллаха Субханаху ва Тааля, из Корана. И сегодня у нас, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, 8-й урок, 8-я лекция, и это последняя лекция перед Рамаданом. Потом, иншаллах, у нас будет перерыв на Рамадан, и, иншаллах, после Рамадана мы их продолжим, эти лекции. На Рамадан будет перерыв. Сегодня, иншаллах, последняя лекция до Рамадана, и долго выбирал, какое правило же взять сегодня. И сегодняшнее правило у нас из суры Ан-Ниса, из 4-й суры, из суры женщины Ан-Ниса, 128 аят. Сура Ан-Ниса, 128 аят. Аллаху Субханаху ва Тааля говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, вассульху хайр». Два слова. «Вассульху хайр». Аллах Субханаху ва Тааля говорит в этом аяте: и мирное решение, мирное соглашение, это является лучшим. Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит: мирное соглашение, мирный договор, перемирие является лучшим. И этот аят – это одна из основ, это правило, одна из основных правил во взаимоотношениях людей между собой. И это правило нам нужно для того, чтобы мы могли сохранять отношения между друг другом. Это правило нам нужно, чтобы мы смогли сохранить то общество, в котором мы с вами живем. Мы люди, мы личность, мы каждый из нас одна из составляющих общества. И мы всегда общаемся дома со своей женой, со своими детьми, родителями, со своими соседями, родственниками, на работе с коллегами, и всегда у нас идет взаимоотношение. И это правило, оно очень важно, оно содержит ключевую роль в взаимоотношениях людей. И Аллах Субханаху ва Тааля создал людей разными. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. То есть кому-то одно нравится, кого-то другое. Как кто-то так хочет сделать что-то, кто-то по-другому хочет это сделать. Кто-то так видит, что так надо, другой видит по-другому. И человек, он разный. Нет, одинаковых людей нету. Все равно в чем-то человек будет отличаться от другого человека. Какими-то качествами, свойствами, словами, вкусом. И это одна из мудростей Аллаха Субханаху ва Тааля. И человек всегда общается с разными людьми, с людьми разного характера, и он нуждается в этом правиле. «Вассульху хайр». И примирение, или по-другому, если это объяснить, забегая вперед, тут имеется в виду, когда человек оставляет свое право. Тут идет речь, когда человек оставляет свое право, не отстаивая его. И это лучше, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И это правило приходит в аяте, как часто мы с вами, вот сколько мы с вами правил прошли, взаимоотношений людей с людьми, да, человека с человеком. Вот разные правила были взаимоотношений человека с человеком. И все эти правила были в аятах отношений мужа и жены. И также это правило приходит в аятах, где Аллах Субханаху ва Тааля описывает отношения мужа и жены и говорит: если женщина опасается
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. В суре Ниса Аллах Та'аля говорит, если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой мир. Если они заключат между собой мир. И Аллах Та'аля говорит, «Вассульху хайр». «Вассульху хайр». Запомните два слова. «Вассульху хайр». Мирное решение, мирное соглашение, оно лучше. И это правило, оно не ограничивается только отношением мужа и жены. Это всегда, это везде, это во всех, с кем бы ты ни общался, это правило должно присутствовать в тебе. И это лучше для тебя. Аллах Та'аля, Он Создатель. Аллах Та'аля, Он тот, кто дал нам свойства, которые мы имеем. Аллах Та'аля создал нашу душу, и Он знает лучше нас самих, нас. И Он говорит нам, «Вассульху хайр». Это правило не правило какого-то человека, который выдумал. Это правило не какого-то там ученого человека, который изучает личность человека, который изучает психологию человека. Нет, это правило Господа. Это правило Аллаха Субханаху ва Тааля. И кто же более правдив в своих словах, чем Аллах? Кто же более знающий, чем Аллах? Конечно же, нету такого. Конечно же, нету такого. И Аллах Субханаху ва Тааля, зная нас, создав нас, Он говорит нам, «Вассульху хайр», и мирное решение лучше. Лучше чего? Лучше раздора. Мирное решение лучше, чем вы оставите отношения, которые у вас есть. У человека есть выбор. Оставить, поссориться с этим человеком, талашырга, поспорить, испортить отношения, либо уступить, не получить какое-то свое право, уступить, оставить что-то твое, право, там, деньги это или что-то, оставить это ради чего? Ради мира. И Аллах Та'аля говорит, что это лучше. Лучше тех денег, которые ты, возможно, мог бы получить. Лучше той степени, которую ты, возможно, мог получить. Лучше той должности на работе, которую ты мог получить. Мирное соглашение лучше. И Аллах Субханаху ва Тааля в продолжении этого аята говорит: «Ва ухдиратиль анфусу щух». Душам людей свойственна скупость. Человек скупится. Почему человек не уступает в споре? Почему человек не уступает свое право? Потому что он скупой человек. Душе человека свойственна скупость. Человек хочет свое забрать. Но я же имею право, говорит человек. И начинает из-за этого портить отношения с другим человеком. Это сейчас очень актуальная тема. Сейчас много людей, которые выступают, которые разговаривают на экране в Ютубе, они говорят, ты должен отстаивать свои права. Они говорят, он должен был вот так сделать, ты имеешь право на это. И приходится слышать такие слова. Но не всегда это хорошо. Не всегда ты на это имеешь право хорошо. Не всегда он должен по отношению к тебе так сделать. Не всегда это хорошо. Иногда хорошо уступить это право. Иногда лучше не отстаивать свое право. Иногда лучше оставить его ради чего? Вассульху хайр. Оставить его ради лучшего. И это примирение. И это то, что убережет тебя и твоего брата, твою сестру, твою жену от раздора, который может появиться между вами. Особенно это касается, опять, почему Аллах Субхану Тааля приводит это в отношениях мужа и жены? Потому что, опять-таки, возвращаемся к тому, что муж и жена – это близкие очень люди друг к другу. Это те люди, которые друг друга каждый день видят. Это те люди, это самые близкие люди друг к другу. И Аллах Субхану Тааля поэтому приводит это правило в отношениях мужа и жены. Мирное решение лучше. Есть права мужа, есть права жены. Иногда мужчине нужно закрыть на что-то глаза, что должна была сделать его жена по отношению к нему, но не сделала. Иногда нужно закрыть на это глаза.
Потому что если ты на это обратишь внимание, если ты поднимешь об этом слово, это пойдет, вырастет и дойдет до чего? До раздора. И Аллах Та'аля говорит: «Вассульху хайр». А мирное решение лучше. Душам же свойственна скупость. Душа человека говорит: ну ты же имеешь право, ну ты что? Ну тебе же, это твое же. Как? Он твое забирает, твое право забирает. Как так? Душа человека такая. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит: но если вы будете добродетельны, если вы будете богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Аллах Субхану ва Тааля видит то, что ты уступил. Аллах Субхану ва Тааля видит, что ты не взял свое право, оставил его ради мира. И Аллах Субхану ва Тааля наградит тебя лучшим, чем то право, которое ты потерял. Ты потерял что-то, ты оставил что-то ради мира, ради того, чтобы не ссориться с этим человеком, да? Ну, пример приведем простой. Человек у тебя взял деньги в долг. Это же тоже отношение человека с человеком. У тебя друг попросил в долг деньги и не отдает. Можно отстаивать, можно ходить, можно ругаться, можно кричать на него, можно идти еще куда-то, подать его в суд. И что? Испортить с ним отношения. А можно как-то отсрочить хотя бы долг. Может быть, не простить сразу, но может отсрочить сначала хотя бы. Не ругаться, не кричать, постараться понять человека. Это мы сейчас со стороны, так скажем, притесненного говорим, кого сейчас притеснили. Он может сделать с этого ссору, поднять это, шум сделать, а может простить. Понятно, что тот, который сделал эту несправедливость, он тоже должен стыдиться этого и сделать все правильно. Но мы сейчас говорим про реакцию человека, по отношению к которому была совершена несправедливость какая-то, чье право было не соблюдено. Ты можешь с этого поднять шум, но можешь это решить мирным путем, постараться. И это будет лучше. Аллах Та'аля вернет тебя лучшим. И вот человек здесь человек немножко, у его, как бы сказать, ну, если правильно будет сказать, переклинивает его. Он думает: ну как, ну это же мое. Ну пойми ты, но Аллах Та'аля тебе лучшим даст, оставь пока. Ну, постарайся, давай шаг сделай для примирения. Может, Аллах Та'аля так перевернет, что все проблемы решатся. Только как ты решишь шагнуть шаг для примирения. Поэтому это очень важное правило, которое мы с вами должны использовать в своей жизни. И даже если посмотреть, да, если даже посмотреть на хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил что? Разрешил врать, обманывать. В 3 случаях. В 3 случаях. Насчет лжи, мы еще правила приводили на прошлом уроке, да, на позапрошлом уроке. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вакад хаба ман ифтара». И потерпеет, то есть постигнет неудача того, кто измышлял ложь, кто обманывал. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил обманывать в 3 случаях. В 3 случаях. Когда пророк саллаллаху спросили: мусульманин может воровать? Пророк саллаллаху сказал: может такое случиться. Может зина сделать? Может. Может еще что-то? Может. А может мусульманин обманывать? Нет, не может, сказал посланник Аллаха. Но в 3 случаях. И ради чего? Для чего были разрешены? В каких случаях был разрешен обман? Один из них – это когда 2 человека поссорились, прервали свои отношения, и ты идешь к одному из них и говоришь: знаешь, а тот человек про тебя хорошо думает, он с тобой хочет помириться, он про тебя вот такие вот красивые слова сказал. Или, пытаешься как-то в глазах этого человека сделать хорошим того человека. Хотя тот этого не говорил на самом деле. То есть ты обманываешь, но для чего? Даже, видите, пророк сам разрешил это для примирения людей, для примирения 2 братьев. Чтобы был мир, чтобы не было раздора и не было ссор. И к другому идешь и говоришь: брат, вот он хочет с тобой встретиться, давай пойдем там. Хотя тот так не говорил, он не хочет с ним вообще встречаться. Но ты организуешь им встречу, обманывая их 2, получается, да? И так сводишь их. И там они, например, мирятся. И пророк сам разрешил это делать. Это показывает нам, насколько велико и насколько вот это, когда сохранение взаимоотношений, насколько важно сохранение взаимоотношений людей.
между собой. Насколько важно хорошее отношение между братьями, между мусульманами. Из-за этого это было разрешено, чтобы сохранить отношения, чтобы мусульмане не разделялись, чтобы мусульмане не ссорились, чтобы мусульмане не конфликтовали и не расходились. Поэтому было разрешено вот это. И Пророк запретил мусульманину, после того, как мусульманин с мусульманином поссорились, Пророк запретил им не разговаривать больше 3 дней. И Пророк лучшим из них тот, кто первый заговорит, кто первым даст салям, лучший из них. Но, к сожалению, иногда это трудно перебороть в себе, да? Иногда это трудно переступить через свою гордость, через свое высокомерие и начать и делать первый шаг к примирению. Нет, зачем это я должен? Зачем это я должен? Пророк говорит, лучший из них будет тот, кто первым даст салям, первым заговорит. И вот эти хадисы, эти аяты должны нас менять. Эти аяты побуждают нас сохранять отношения между собой и не ссориться, не создавать раздор между друг другом. И этот аят, похожий аят, Аллах Субханаху ва Тааля приводит также в суре Ниса 35 аяте, он говорит: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: если вы опасаетесь разлада между ними, между мужем и женой, если вы опасаетесь, есть опасность разлада, есть опасность развода, то Аллах Тааля говорит, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба желают примирения, то Аллах поможет им. Если ты в сердце искренне желаешь примириться с человеком, Аллах поможет тебе. А если ты будешь ходить и говорить: зачем это я должен первым? Зачем это я должен у него прощения просить? Это будет, наоборот, гневать Аллах Субханаху ва Тааля. А если ты сделаешь первым шаг, то Аллах Субханаху ва Тааля поможет тебе. Воистину Аллах знающий и ведущий. И Ибн Атия говорит слова Всевышнего: ибо мирные решения лучше являются общими и неопределенными. То есть Аллах Субханаху ва Тааля не ограничил это какими-то лишь случаями или не ограничил это правило определенными людьми. Аллах Тааля в общем сказал: «Вассульху хайр», и мирные решения лучше. В любом случае, в любом положении мирные решения лучше. И они подразумевают то, что настоящее примирение, в котором души находят покой, а разногласия устраняются, это лучшее решение. И если мы посмотрим на примеры из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, если мы посмотрим это правило из жизни сподвижников, радийаллаху анхум, то мы увидим то, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, один из примеров, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправляется в местность Куба, местность, где была построена первая мечеть. И однажды жители селения Куба поссорились и даже начали кидаться в друг друга камнями. То есть настолько сильный был раздор какой-то, они даже телесные, то есть увечья начали причинять друг другу. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышав об этом, поспешил к ним. Он не был там, он поспешил к ним, услышав то, что между ними начался раздор. И он сказал, призвав своих сподвижников, он сказал: пойдемте помирим их. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пошел и помирил их. То есть он обращал на это внимание сильное, когда среди мусульман появлялся какой-то раздор, когда мусульмане спорили насчет чего-то, когда мусульмане делились, пророк саллаллаху алейхи вассалям спешил туда для того, чтобы объединить этих людей.
И это качество, оно очень, то есть это великое качество, это очень значимое качество в человеке, если вот у него есть такое свойство, как идти на уступки, примиряться. То есть многие люди говорят, как, сколько можно терпеть, сколько можно уступать, да, кто-то может сказать. Или кто-то говорит, терпеть, сколько можно терпеть, а что после терпения? И что, если я буду терпеть, кто-то говорит. А после терпения довольство Аллах Субханаху ва Тааля. Рай. За терпение воздается раем. Разве не это главная цель мусульманина? Человек в этом мире говорит себе, сколько я это могу уже терпеть? Терпи еще. Ты что хочешь в итоге получить? Тебе нужно что? Тебе нужно довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. Тебе нужно заслужить рай. Вот он, терпи. Терпи, Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе. Или кто-то говорит, сколько можно прощать? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Ва анта'фу акрабу литтаква». Если будете прощать, то это ближе к богобоязненности. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране открыто хвалит тех, кто стремится примирять людей и говорит, многие из тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Аллах Субхану ва Тааля говорит, многие из тайных бесед людей, когда люди разговаривают, беседуют, многие из этих бесед не приносят пользы, не приносят добра. Кроме, если только они не призывают раздавать милостыню. Аллах Тааля перечисляет, какие беседы приносят пользу. Аллах Субхану ва Тааля перечисляет, какие беседы, какие разговоры приносят добро. И Он говорит, те, которые призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. 3 вещи. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду, Аллах Тааля говорит. Великая награда уготована тем людям, которые раздают милостыню, которые совершают одобряемое и которые примиряют людей. Этим людям уготована великая награда. И мы можем посмотреть на начало суры Анфаль, сура добыча, трофеи. И это, насколько Аллах Субхану ва Тааля здесь подходит таким образом, поразительно. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля начинает эту суру со слов, с вопроса, который задавали люди. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваяс'алунака аниль анфаль». Они спрашивают тебя о трофеях. То есть вопрос в чем? Что с трофеями делать? Как трофеи делить? Что с трофеями? Спрашивают люди у пророка. И Аллах Тааля не спасает аят. «Ваяс'алунака аниль анфаль». И они спрашивают тебя о трофеях. «Кулиль анфалю лилляхи вар расуль». И Аллах Субханаху ва Тааля не начинает этот аят, не отвечает сразу на вопрос, этому столько, так делите, этому давайте. Аллах Тааля говорит, «Кулиль анфалю лилляхи вар расуль». Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и Его посланнику. «Фаттакуллаха». Дальше тоже Аллах Субхану ва Тааля не отвечает на этот вопрос. Он говорит, «Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум». Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Прежде чем ответить на этот вопрос, Аллах Тааля говорит, побойтесь Аллаха. Добыча, трофеи принадлежат Аллаху и Его посланнику. Бойтесь Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Улучшите свои отношения. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы являетесь верующими. Но в ответе на вопрос не говорится сразу про военную добычу, а идет приказ быть богобоязненным, устранять разногласия между собой, повиноваться Аллаху и Его посланнику, так как пренебрежение этими великими основами приводит к большому злу. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля приводит это. Потому что добыча, трофей – это отношения между людьми. То есть трофей делится между участниками, которые участвовали в войне. Он делится, и это взаимоотношения. И поэтому Аллах Тааля говорит сначала, трофей принадлежит Аллаху и Его посланнику. Бойтесь Аллаха.
урегулируйте те взаимоотношения свои, которые разлад у вас есть. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. И ответ Аллах Субханаху ва Тааля на вопрос дал только через 40 аятов. Потом Аллах Субханаху ва Тааля после этого аята начал говорить о качествах верующих, какие должны быть качества верующих, перечислял качества верующих и сказал: «Уляйка хумуль му'минуна хакка». И вот эти верующие являются истинными верующими, когда привел свойства разные. И только через 40 аятов ответил на вопрос о трофеях. И лучшим примером в этом является наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который претворил в жизнь это правило. И разве вся его жизнь не была устремлена к добру, миру и примирению? Вся жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была тем, что он примирял людей, примирял племена, среди которых была вражда столетняя. Он примирял эти племена. И этим занимался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И тех людей, на самом деле, которые примиряют, которые стараются примирить людей, их мало. И на это указал один поэт, сказав: на пальцах руки можно тех сосчитать, кто людей примиряет. И все они ты, а скорее ты, рука, что сияет. И один из примеров также из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задумался над тем, чтобы расстаться с матерью правоверных Сауда бинт Зум'а. Он хотел ее развести. И она предложила ему, Сауда, радийаллаху анха, мать правоверных, предложила пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не разводиться с ней. Взамен на то, что она откажется от своего дня. То есть у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было несколько жен, и был порядок посещения этих жен. Были определенные дни, которые он проводил у одной жены, потом у второй, у третьей и так далее. Был порядок определенный. И что сказала Сауда бин Зум'а? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подумал развести ее, не решил еще, подумал. И она предложила ему не разводиться с ней взамен на то, что она откажется от своего дня в пользу Аиши, радийаллаху анха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, согласился на такое примирение и оставил ее у себя. То есть здесь показывается шаг, это для женщины очень трудный шаг. Но она ради того, чтобы остался мир, не портить отношения, она сделала вот такое предложение пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и осталась с ним. Другим примером того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, претворял в жизнь данное кораническое правило, является случай с Барирой. Барира – это была рабыня Аиши, радийаллаху анха. Она дала ей свободу, Аиша, радийаллаху анха, освободила Бариру, а Барира не захотела оставаться со своим мужем, не чаявшим в ней души. И описывая любовь Му'ита к Барире, то есть мужа Му'ита к Барире, Абдулла ибн Аббас говорил: «Я словно и сейчас вижу его на улицах Медины и ее окрестностях, а его слезы стекают на бороду. Он пытался угодить ей, чтобы она выбрала его, но она не сделала этого». Это приводит ат-Тирмизи, эту историю. Была служанка Барира, служанка Аиши. Когда Аиша ее освободила, то есть она могла выйти замуж. И был один человек, Му'ит, и он хотел, то есть или он был женат, они хотели развести, или он хотел жениться. Здесь не приводится это, просто приводится, что он очень хотел остаться с ней, быть с ней. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Барире, этой женщине, этой бывшей рабыне: если бы ты пересмотрел свое решение по нему. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к ней и сказал: «О, Барира, может, ты пересмотришь свое решение по отношению к нему? Может, все-таки останетесь вместе, может, будете вместе?» На что она спросила: «О, посланник». И он ответил: «Я только ходатайствую. Я не приказываю, я только ходатайствую». То есть, почему? Потому что в этих делах нельзя приказывать. То есть, собственное согласие человека должно быть. И только я только ходатайствую. Тогда она сказала: «Нет, мне в нем нет нужды». И посмотрите, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пытался примирить эту пару и заступился за одну сторону в надежде на то, что вторая сторона примет это. Но не стал принуждать, ведь основой супружеской жизни является любовь и тяга друг к другу.
И просто это опять-таки пример того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пытался примирить людей. И этого жизненного принципа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, придерживались и его сподвижники, его ученики. И так было в случае с Ибн Аббасом. Ибн Аббас, радийаллаху анхума, пусть Аллах субхану ва тааля будет доволен им и его отцом, когда он направился к хариджитам, это произошло во время правления Али ибн Абу Талиба, это было во время правления четвертого праведного халифа. Что произошло? Мусульмане разделились. Мусульмане разделились после смерти Усмана. Когда убили Усмана, мусульмане разделились. И появились хариджиты, хавариджи, те, которые вышли против халифа, те, которые ослушались правителей и вышли против него. И они требовали чего? Они требовали мести за Усмана. И вышли против Али. Но на самом деле это только этим не ограничивалось уже. Потом уже у них другие появились помыслы, другие. Это целая уже секта стала в исламе. Одна из первых сект, которая появилась во время Али, радийаллаху анху, во время Усмана даже получается. И что Ибн Аббас, Абдуллах ибн Аббас, что он сделал? Он пошел к этим людям. Он пошел к этим людям, которые воевали с Али, радийаллаху анху. Для чего? Для того, чтобы призвать их к миру. Для того, чтобы призвать их к примирению. Для того, чтобы не лилась кровь мусульман. Для того, чтобы остановить это. И что он сделал? Он направился к хариджитам, восставшим против Али, радийаллаху анху, для того, чтобы подискутировать с ними. В результате многие из хариджитов вернулись на истинный путь. И в некоторых риваятах приходится, что около 4000 человек он смог вернуть. С чем? Тем, что он пошел примиряться с ними. Он пошел договариваться с ними, он пошел довести до них, разговаривать с ними. А у нас зачастую, когда человек с человеком, у него какая-то вражда появляется, не хочет никто друг с другом разговаривать, никто не хочет садиться за стол и решать эту проблему. А он пошел к ним. Те люди, которые хотели воевать с Али, с двоюродным братом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, те люди, которые хотели воевать с зятем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с четвертым праведным халифом, с одним из 10 оправданных раем, Абдуллах ибн Аббас не сказал им: все, вы заблудшие, все, я с вами больше не буду разговаривать. Он пошел к ним, сел за стол, начал разговаривать, не стал на них кричать, мягко, красиво, и начал рассказывать, объяснять. И в некоторых риваятах приходит, что он вернул около 4000 человек обратно. Изучая книги по жизнеописанию выдающихся людей, мы найдем множество ярких примеров тому, как это правило использовали наши ученые, как это правило использовали сподвижники, радийаллаху анху. И они лучший пример для нас. И в каких бы они обстоятельствах не были, в каких бы ситуациях они ни оказывались, они старались решать это в первую очередь мирным путем. И основой мирных решений это то, что обе стороны должны уступить в своих правах. Мирного соглашения ты сможешь добиться только в том случае, если ты уступишь, если обе стороны уступят в своих правах. И поэтому нужно научиться уступать. И вот как я подметил, к сожалению, сейчас учат обратному. Сейчас говорят, ты не должен уступать, ты должен своего добиваться. И это, к сожалению, вот эти слова рушат семьи. Эти слова рушат отношения между людьми. Когда человеку говорят: зачем ты должен его прощать? Зачем ты должна его прощать? Зачем ты должен это терпеть? Ты должен свои права отстаивать. Вот эти слова рушат семьи. Эти слова рушат отношения родственников с родственниками. Эти слова рушат отношения братьев между собой. А Аллах субханаху ва тааля призывает к другому. Справедливость – это одна вещь. Мы говорили об этом. Мы проходили с вами правила, где Аллах субханаху ва тааля сказал: «Валя тансауль фадля бейнакум». И не забывайте о предпочтении по отношению друг к другу. И не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Одно дело твое право, но другое дело что-то больше этого и лучше этого. И это когда ты прощаешь. И это тогда, когда ты даешь больше, чем заслуживает человек. Это тогда, когда ты уступаешь свое право. И вот к чему призывает религия.
И вот то, к чему призывает ислам, чтобы мы улучшали отношения между собой, улучшали отношения, и мы, чтобы улучшали отношения между собой. И еще одно такое правило, которое вытекает из этого правила: если ты не являешься человеком, который примиряет, если ты не будешь примиряющим, ты не примиряешь людей. Вот кто-то поссорился, ты такие, ну ладно, пусть поссорились, повздорили, ну и ладно. Ты не примиряющий. То говорят, то не будь хотя бы палкой в колесах. То есть не мешай другим, которые сближают отношения людей, не мешай им. А то у нас как начинается, когда кто-то хочет отношения между двумя братьями наладить, кто-нибудь подходит и говорит: да, зачем, он же такой, он же сякой, и начинает там. То есть кто-то пытается отношения улучшить между этими братьями, чтобы они были вместе, все-таки объединились, и там приходит: да зачем, он же там вот так сделал, он же такой, как с этим человеком можно разговаривать? И что делает? Палки в колеса ставит. Мешает. Если ты не примиряющий, не из этих людей, то хотя бы не мешай тем людям, которые занимаются этим, которые примиряют людей, которые сближают людей, которые улучшают отношения между братьями. Не мешай этим людям. Хотя бы этим ты поможешь уже немножко. И поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам понимание, даст нам терпение, даст нам облегчение для воплощения в жизнь этих правил. Для того, чтобы мы поняли это, приняли это в сердце и начали соблюдать. И, альхамдулилля, у нас вот осталось буквально 6 дней до месяца Рамадан, да? Месяц Рамадан, благословенный месяц, когда многократно воздается за благие дела. И мы должны менять себя в этот месяц, мы должны улучшать себя в этот месяц. И пусть каждый, вот у каждого человека есть какая-то обида на кого-то, да? Он на кого-то обижен, на кого-то он разозлен, на кого-то он зол, с кем-то он поссорился, с кем-то у него отношения плохие, с кем-то он повздорил. И пусть каждый простит того, кто его обидел. Пусть каждый помирится с тем, с кем он поссорился. И одно из препятствий прощения грехов человека – это когда у человека есть ненависть к другому брату-мусульманину. Если у человека есть ненависть, вражда с его братом-мусульманином, то это является препятствием принятия покаяния между тобой и Аллахом. Это является препятствием прощения твоих грехов. Аллах Субханаху ва Тааля прощает людей, грехи людей, но Аллах Субханаху ва Тааля не прощает того человека, если у него в сердце есть ненависть к своему брату. И поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам очиститься от этого. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам примириться с теми людьми, с которыми мы находимся в раздоре. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам в воплощении этого правила. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля ант, настагфирука ва атубу илейх. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.